как ты помогаешь это дзыньканье найти? Вот если приходит к тебе эксперт, он может быть такой немножко уставший, уже не верящий в то, что у него там что-то получится, и ты понимаешь, что вот этого не хватает внутреннего огня, то как ты помогаешь его вернуть? А тут вопрос в том, куда он делся, этот огонь. Потому что если он пропал после того, как человек пахал, пахал и упахался, то это не совсем по моей части. Я не работаю как психолог по выходу из выгорания, например, или как коуч по выходу из выгорания. Я пробовала, мне не мое, не понравилось. Если человек пришел к этому состоянию, когда вот кажется, что я разлюбил свое дело, если он туда пришел в результате какой-то внутренней трансформации, Мгм. то это совсем другой вопрос. То вот здесь можно работать. Можно смотреть, что конкретно поменялось в человеке, какие у него были там продукты, проекты, на которых он продолжает ехать, а они ему уже не подходят. То есть это такая идет пересборка всего проекта. Сначала мы его разбираем на составные части, смотрим, что да, что нет, что, например, приносит деньги, но уже не приносит радости, как это можно пересобрать. Иногда это смена позиционирования. Человек привык просто про себя думать как про кого-то, да, какую-то тему, какую-то нишу, а внутри него все уже поменялось. Тогда надо пересобрать позиционирование. Очень часто снова очень быстро разгорается этот внутренний огонь. Человек говорит: "Да, да, я вот это делаю действительно, правда. Как же я там 3 года уже этого не понимаю?" Мгм. То есть, правда, многое зависит от того, почему так получилось.